Ангелы говорят, что завтрашний день будет для вас особенным. Бог зарезервировал чудо с вашим именем. У Него есть идеальный ответ для вашей ситуации. Если бы вы могли видеть все, что происходит за кулисами, ваши глаза сияли бы от радости, ваш голос звучал бы в криках благодарности, а сердце переполнялось бы обожанием Бога еще до того, как все это свершится. Господь действует в вашей жизни необыкновенными способами. Вы вступаете в новый сезон, когда все начнет складываться для вас наилучшим образом. Время пришло. Вы прошли достаточно уроков, вы проделали работу, вы извлекли много ценных уроков на этом пути. Вы сталкивались с трудностями, преодолевали препятствия и верили в себя даже тогда, когда это казалось невозможным. Вы никогда не сдавались, вы продолжали идти вперед с упорством и верой, даже в самые трудные времена. Если вы верите в силу молитв, то оставайтесь со мной до конца этого видео, потому что сегодня Господь хочет сообщить вам нечто особенное. Теперь в ваших руках ваша очередь испытать щедрость и чудеса, которые вас ожидают. Приготовьтесь к невероятным переменам в вашей жизни, когда Бог будет изливать свои благословения и воплощать их в жизнь. Вы получаете необыкновенную благодать, вы будете процветать везде, куда бы вы ни пошли, потому что секрет не в том, что вокруг вас, а в том, что внутри вас. Божественные благословения непоколебимы, что бы ни пыталось их уменьшить или отнять. Если вы верите в Бога, поставьте лайк этому видео и поделитесь своей верой. Посмотрите перед собой, там есть открытая дверь, которую невозможно закрыть. Сегодня Бог шепчет в вашем сердце: «Я собираюсь открыть дороги, которые долгое время были заблокированы». Приготовьтесь стать свидетелями настоящих чудес в своей жизни, исцеление и восстановление уже в пути, готовые проявиться. А ваши самые благополучные и продуктивные дни уже на горизонте и ждут вас. Пришло время позволить искренней улыбке вернуться на ваше лицо. Всегда помните, что вы никогда не будете одиноки в этом путешествии. Позвольте мне быть вашим проводником. Мои ангелы уже рядом с вами, готовые прийти на помощь. Расслабьтесь и доверьтесь мне, у меня есть прекрасные планы для вас. Собственно, именно поэтому пришло время снова ободрить вас, потому что планы, которые я для вас вынашиваю, превосходят все, о чем вы можете попросить или представить. Лучшее еще впереди. Откройте свое сердце и примите Иисуса как своего Господа. Следующая открывающаяся возможность приведет вас туда, где вам больше никогда не придется просить, выпрашивать милостыню или бороться за каждое завоевание. Вас ждет величайший успех и награда. Все голоса, которые пытались обескуражить вас и встать на вашем пути, будут заглушены. Напишите 888, если вы чувствуете такую же вибрацию. Вы стоите на пороге великого переломного момента в своей жизни. Пришло время отпустить трудности и встретить новую реальность, наполненную изобилием. Представьте себе, что вам больше никогда не придется беспокоиться о том, чтобы занимать деньги, просить о помощи или бороться за возможности. Все изменится к лучшему. Почувствуйте энергию открывающейся перед вами двери,
ведущий в будущее, где сбываются ваши мечты. Все, кто сомневался в вас, кто пытался сбить вас с пути, умолкнут перед лицом вашего успеха. Пришло время написать 888 и показать, что вы готовы принять этот новый и захватывающий этап своей жизни. Приготовьтесь к тому, что вы будете вдохновлены и воодушевлены путешествием, которое вот-вот начнется. Пришло время поверить в себя и представить себе светлое и процветающее будущее. Теперь вас ничто не остановит. Пишите 888, если вы чувствуете, что в вашем сердце пульсирует решимость и готовы воспользоваться этой уникальной возможностью. Сегодня я хочу поделиться с вами 8 особыми посланиями, которые Господь хочет, чтобы вы узнали и запомнили сегодня. Будьте внимательны, потому что они могут изменить вашу жизнь. Во-первых, в вашем путешествии скоро откроется новая мощная глава. Ваши молитвы будут услышаны, а благословения умножатся. Почувствуйте энергию этой грядущей трансформации. Во-вторых, не позволяйте беспокойству украсть ваш покой. Теперь доверьтесь и отдайте все в руки высшей силы. Помните, что вы не одиноки в этом путешествии. В-третьих, будьте готовы к большим переменам в своей жизни. Вы уже столкнулись со многими трудностями, и теперь пришло время пожинать плоды. Ваш прорыв быстро приближается. В-четвертых, хотя в данный момент все кажется мрачным, верьте, что Бог выведет вас из этой ситуации. Верьте и уповайте на то, что свет снова засияет на вашем пути. В-пятых, Бог работает за кулисами, чтобы открыть двери, устранить отвлекающие факторы, обновить ваш разум и принести мир в вашу жизнь. Доверьтесь процессу и позвольте чудесам произойти. Помните, что у Бога есть идеальный план, как вытащить вас из того положения, в котором вы сейчас находитесь. Не сдавайтесь до получения чуда, верьте в грядущее преображение. Вы выздоровеете, вы воскреснете. Лучшие дни уже на пороге, и благословения придут. Бог готовит для вас нечто необыкновенное. Все, к чему вы прикоснетесь на этой неделе, будет процветать. Вы вступаете в период своих лучших дней. Если вы согласны с этими словами веры, скажите «Аминь». Будь сильным и мужественным, не бойся и не ужасайся из-за них, ибо Господь, Бог твой, с тобой. Он никогда не оставит вас и не покинет. Осознайте, что вы благословенны и благосклонны. Никакое оружие, поднятое против вас, не одолеет вас. Трудности, с которыми вы сталкиваетесь, не остаются надолго, они проходят мимо. Будь силен и держись, ибо Господь Бог твой на твоей стороне. Ничто не происходит случайно. Бог готовит для вас великие дела. Вместо того, чтобы беспокоиться, переложите свои заботы на Него. Доверьтесь Богу, и Он решит все проблемы. Почувствуйте силу, которая исходит изнутри вас. Вы мужественнее, чем думаете. Даже в самые трудные времена помните, что Бог присутствует и готов направлять вас. Не позволяйте страху парализовать вас. Будьте уверены в своей способности преодолевать трудности.
Вы особенные и имеете уникальное предназначение в этом мире. Бог тихо работает над тем, чтобы привести вас в необыкновенное место. Вместо того, чтобы бояться неизвестного, примите открывающиеся перед вами возможности. Осознайте, что каждый опыт – это часть вашего роста и подготовки к чему-то великому. Когда вы почувствуете, что на вас давят и беспокоит, остановитесь на мгновение и обратитесь к Господу. Он всегда готов услышать ваши молитвы и дать вам необходимое утешение. Отдайте свои трудности в руки Божьи и доверьтесь Ему, чтобы Он нашел решение. Дорогой Бог, сегодня я здесь, чтобы выразить свою глубокую благодарность за этот замечательный день. Я чувствую себя поистине благословленным Твоей безусловной любовью. Ты всегда был рядом со мной, готовый спасти меня, когда я спотыкался и падал. Я благодарен Тебе за то, что Ты никогда не оставлял меня. Я смиренно прошу Тебя, Господи, направь меня, чтобы я мог сохранить свое сердце сосредоточенным и не поддаваться отвлекающим факторам, которые пытаются сбить меня с пути. Дай мне мудрость и силу, чтобы противостоять искушениям, которые возникают на моем пути. Я хочу быть более похожим на Тебя, Господи, чтобы идти по Твоим стопам и делать то, что угодно Твоему взору. Благослови меня, Господи, своей благодатью и руководством. Дай мне возможность жить жизнью, отражающей Твою любовь и доброту, чтобы Твое присутствие во мне было настолько сильным, что я мог переполниться жизнью с избытком, которую Ты обещал нам через Иисуса Христа. Мое сердце переполнено благодарностью, когда я молюсь Тебе, Господи. Благодарю Тебя за все, что Ты есть, и за все, что Ты делаешь для меня. Пусть моя жизнь будет живым доказательством Твоей любви, и пусть я с любовью и благодарностью делюсь этим чудом со всеми, кто встречается на моем пути. Я молюсь, аминь. Никогда, никогда не отказывайтесь от связи со мной через молитву. Когда вы закрываете глаза и возносите свои слова к небу, делайте это с непоколебимой верой и спокойным умом. Верьте всем сердцем, что ваши молитвы будут услышаны. В самые трудные моменты, когда все кажется неопределенным, будьте терпеливы и не переставайте молиться. Знайте, что я здесь, внимательный к тому, что вы не говорите словами, и понимающий то, что вы не можете объяснить, потому что моя любовь превосходит слова, которые слетают с ваших губ или блуждают в вашем сознании, а она бьется в глубине вашего сердца. Поверьте мне, когда я говорю, что все наладится. Сохраняйте эту веру в себе, даже когда все кажется мрачным, потому что в конце концов надежда – это та сила, которая заставляет нас преодолевать трудности. Так что верьте, верьте и продолжайте идти вперед, ведь впереди нас ждут светлые дни. Если вы ищете кого-то, кто бы выслушал вас сегодня, знайте, что Бог готов принять вас. Он любит беседовать с вами, искренне интересуется всем, что вы чувствуете, и с радостью выслушивает ваши самые сокровенные мысли. В нем вы найдете безопасное убежище, где обретете прощение и обновление. Он – ваш лучший друг. Господи, я знаю, что Ты слышишь каждую мою молитву. Я чувствую в своем сердце Твою любовь, любовь, превосходящую мое понимание. Помоги мне всегда успокаивать свой разум,
и слушать Твой голос, чтобы сделать мой день светлее. Я благодарен за все благословения, которые Ты даруешь мне. Если вы также верите в силу молитвы, напишите «Аминь». Приготовьтесь к лавине завоеваний, которая вот-вот обрушится на вас. Море финансового изобилия и любви устремляется в вашу жизнь. Работа, о которой вы мечтали, тоже не за горами, как и лучшие финансовые условия и собственное жилье. Повторяйте за мной: я добьюсь финансового успеха, я добьюсь умственного успеха, я добьюсь духовного успеха, я добьюсь эмоционального успеха, я добьюсь физического успеха. Напишите 1010, чтобы подтвердить свою решимость. Мое дорогое дитя, в течение жизни ты столкнешься с тем, что некоторые люди уходят. Это естественное явление, и важно позволить ему произойти. Иногда средства, которые вы использовали для того, чтобы попасть туда, куда вы идете, рушатся, как только вы туда попадаете. Это может произойти потому, что вы растете и развиваетесь, а некоторые люди не могут угнаться за этим процессом. Постарайтесь не сопротивляться этому процессу. Когда люди уходят, это признак того, что вы достигли нового уровня в своей жизни. Вы больше не нуждаетесь в их присутствии, или они просто не вписываются в тот путь, по которому вы идете. Примите и поймите это. Иногда Бог ведет нас неожиданными, но необходимыми путями для достижения нашей мечты. Доверьтесь этому божественному плану, ведь Бог исполняет свои обещания и творит настоящие чудеса. Будьте готовы принять благословение, которое уже на подходе. Я пророчу, что это ваш сезон, ваше время ярко сиять. Верьте в это и помните мощные слова Исаии 55:11, где говорится, что Слово Божье всегда исполняет свою цель. Будьте тронуты этим посланием и примите надежду, которую оно несет. Сейчас вы станете свидетелем чего-то необычного в своей жизни. Я хочу сказать тебе со всей любовью, что я люблю тебя, Иисус. Происходит нечто необыкновенное. Бог открывает скрытых врагов, и у Него есть для этого особая цель. Пришло время очистить нашу жизнь и избавиться от зла. Бог ведет нас правильным путем. Хотя мы можем столкнуться с завистливыми врагами, пытающимися остановить наш рост и процветание, помните, что Бог на нашей стороне и ведет за нас невидимые сражения. Бог здесь, Он обеспечивает справедливость и защиту на каждом шагу среди испытаний. Его любовь сильнее любой зависти и зла. Не позволяйте нападкам врагов ослабить вашу веру. Стойте твердо и следуйте по пути, который проложил для вас Бог. Верьте, что победа близка, и пусть никто вас не остановит. Бог готовит нечто великое в вашей жизни. Хотя в этом мире вы столкнетесь с трудностями, не отчаивайтесь, ведь Бог все это преодолел. Он поведет вас еще дальше. Позвольте Богу подняться в вашей жизни, и вы увидите, как рассеются ваши враги. Божественные благословения будут литься обильным потоком. Запечатлейте это в своем сердце, Бог – ваш защитник. Хотя это может показаться пугающим, не позволяйте страху овладеть вашим путешествием. Мужайтесь, ибо сила Божья на вашей стороне.
Он – ваше убежище, ваша непоколебимая крепость. Даже когда все кажется невозможным, верьте, что Он все контролирует. Позвольте Божьему присутствию заполнить все пространства в вашей жизни и почувствуйте мир, который может дать только Он. Если вы доверитесь Богу, Он откроет перед вами двери, о которых вы даже не подозревали, и поведет вас по безопасным и просвещенным путям. Поэтому не сдавайтесь. Даже в самых трудных ситуациях не теряйте веру и уповайте на величие божественной силы. Вы знаете, что вы не одиноки, потому что Бог рядом с вами, готовый сражаться с вами и направлять ваши шаги. Итак, поднимите голову, улыбнитесь будущему и позвольте Богу действовать в вашей жизни. Помните, что Он – ваш величайший защитник, доверьтесь Ему и станьте свидетелем того, как Его благословения проявляются во всех сферах вашей жизни. Давайте помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, сейчас я смиренно склоняюсь перед Тобой в молитве, мое сердце переполнено благодарностью за Твою доброту, любовь и милосердие по отношению ко мне. Бог, Ты всемогущ и свят, но все же преследуешь меня своей любовью, с любовью называешь мое имя, когда я терплю неудачу. Несмотря на мои слабости, Ты трогаешь мое сердце и напоминаешь мне, что всегда готов помочь. Я ценю то, что Ты желаешь иметь со мной отношения, и никогда не оставишь меня, что бы ни случилось. Спасибо за то, что Ты терпеливо добиваешься меня и приглашаешь стать частью Твоей семьи, считаясь одним из Твоих детей. Отец, я благословлен и благоговею перед Твоей неизменной милостью. Каждый день я чувствую, как Твоя безусловная любовь охватывает меня, даже когда я этого не заслуживаю. Твои протянутые руки приветствуют меня, а Твои руки всегда открыты, чтобы принять меня. Не хватает слов, чтобы выразить мою благодарность за то, что Ты постоянно присутствуешь в моей жизни. Помоги мне, Господи, в полной мере осознать глубину Твоей любви ко мне. Пусть каждый день я буду жить с осознанием того, что я Твое любимое дитя, о котором Ты заботишься и которое Ты защищаешь. Дай мне мудрость и силу следовать Твоими путями, даже когда возникают трудности. Пусть я буду отражением Твоей любви и благодати для окружающего меня мира. Небесный Отец, я благодарю Тебя за Твою верность и за то, что Ты никогда не оставляешь меня. Помоги мне твердо стоять в вере и всегда доверять Тебе. Пусть я почитаю Тебя своей жизнью и приношу славу Твоему имени. Твои слова учат меня, что, когда я совершаю ошибки, я могу обратиться к Тебе с верой, открыть свое сердце и попросить у Тебя прощения. Удивительно, как Ты желаешь простить меня, чтобы я не остался потерянным в своих грехах. Ты послал Иисуса в мир, но враг постоянно пытается осудить меня, мешая мне искать прощения. Он настойчиво убеждает меня скрыть свой грех, найти оправдание или даже обвинить кого-то другого. Но я сопротивляюсь, я больше не буду скрывать свой грех, потому что сегодня я решаю поставить все свои слабости, искушения и грехи перед крестом. Боже, я прошу Тебя от всего сердца, прости меня. Я отдаю себя Тебе в смирении и доверии, зная, что Ты милостив и готов принять меня обратно. Я не могу отрицать, что на этом жизненном пути я буду совершать ошибки,
даже делая все возможное. Я признаю, что я несовершенен и не могу спасти себя сам. Ты, создавший меня, знаешь обо мне все до мельчайших подробностей. Сегодня я пришел смиренно просить у Тебя прощения за все грехи, которые, как я признаю, я совершил, и за те, которые, возможно, ускользнули от моего восприятия. Открой мне глаза, чтобы я увидел свои ошибки, и помоги мне исправить их под Твоим любящим руководством. В это время я умоляю Вас продолжать защищать меня, мою семью и друзей, оставляя нас под Своей постоянной опекой. Пусть Твое присутствие будет в нашей жизни, все больше и больше преображая нас в людей, похожих на Иисуса. Дай нам возможность жить жизнью, угодной Твоим глазам, следуя Твоим учениям и излучая любовь вокруг себя. Я хочу выразить свою благодарность за то, что Ты послал Своего Сына Иисуса, чтобы спасти меня. Я так благодарен за то, что Ты воскресил Его из мертвых и послал Своего Святого Духа, чтобы Он обитал во мне и вел меня по моему пути. С какими бы трудностями я ни столкнулся, я хочу крепко держать Тебя за руку и любить беззаветно. Ты – мой источник силы и надежды, ответ на все мои молитвы. Я благодарен Тебе за прощение и за то, что Ты живешь во мне и через меня. Святой Дух, я прошу Тебя наполнить меня мудростью и направлять меня каждый день. Я молюсь о том, чтобы Ты благословил мой брак, сохранив в памяти мои обеты, чтобы я мог намеренно соблюдать их. Пожалуйста, помоги мне расти в тех областях, где я не справляюсь, во имя Иисуса. Аминь.